А не равно Б. То же самое, правильно. Поэтому, когда с двумя аргументами, можно использовать не равно. Но бывают такие ситуации, когда вам нужно там не два аргумента, а три. Каждый из учеников Кванториума отлично знает русский и ингушский языки, а многие неплохо владеют английским. Но сегодня на уроке они изучают язык программирования. С техникой они будут обмениваться информацией именно на нем. Язык сложный, но кому-то он дается легко. Данный язык Python пока что он мне легко дается, потому что он схож с тем языком, который я раньше изучал. А так, бытовые языки, допустим, английский, очень тесно связан со всеми языками программирования. Это уже второй урок на языке Python в стенах Республиканского технопарка. Он считается высокоуровневым языком программирования общего назначения. Детям новое направление в IT-кванториум по нраву. Горят желанием освоить азы, которые станут для них ключом к большим возможностям в IT-сфере. Ибрагим Межоев планирует погрузиться в мир программирования и реализовать свои творческие идеи. В планах у него создать новую видеоигру, которая затмит своих предшественников. Я хочу создать шутер, Battle Royale, где 100 человек будут сражаться за первое место. Еще я хочу, чтобы там все оружия из мира, и хочу добавить чисто свое из воображения. Мотивация, чтобы обучаться программированию, у всех своя. Главное, она погружает ребят в учебный процесс. Каждый из них, если постарается, скоро будет говорить с кодом на одном языке, создавая эффективные программы. IT-специалисты – самые востребованные сотрудники на рынке труда, и желающих стать программистами тоже много. Особенно дети, которые проявляют интерес к программированию, вдохновленные популярными видеоиграми. Поэтому в Республиканском технопарке решили создать направление по изучению языка Python. Мы только начинаем заниматься в обоих этих направлениях, тем не менее уже есть некоторые проекты, которые, допустим, есть продвинутый курс, на котором дети вот сейчас пробуют свои силы, они делают там 2 проекта. Первый проект — это на некоторых данных пробуют предсказывать, на данных пациентов пробуют предсказывать, будет у них или нет сердечное заболевание, и пробуют там прогнозировать по некоторым параметрам среднюю продолжительность жизни. Это вот как раз они занимаются обучением моделей, которые могут предсказывать такие вот результаты. Ну и дети, которые помладше, которые только начинают, от них на самом деле сейчас нужен только интерес, интерес есть. Уроки программирования помогают детям с успеваемостью на основных школьных занятиях. У тех, кто изначально плохо разбирался в математике, уже выработалась новая структура мышления. Ученик быстро схватывает работу чисел и цифр. Преподаватели отмечают, что здесь детей обучают базе, освоив которую они могут с легкостью поступить в университет по IT-сфере. Кроме языка Python, здесь с ними занимаются другими дисциплинами, которые комплексно охватывают сферу программирования. Также недавно запустили курсы по машинному обучению. Курсы по машинному обучению, там дети делают некоторые проекты с целью научиться, в принципе, делать какие-то сложные составные проекты, решать какие-то комплексные задачи. Этот навык им очень сильно понадобится. Это тоже школьники, но это просто дети постарше. Так что там акцент делаем на том, чтобы они, в принципе, научились работать с проектами. Курс программирования в Республиканском технопарке, несомненно, будет полезным для воспитанников, а кому-то станет стартом в большое будущее в IT-сфере. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Асхаб Билакиев. Новости 24.